Продолжается работа по международному сотрудничеству, работа по оказанию финансовой и гуманитарной помощи. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев. По его словам, ряд стран оказали Кыргызстану гуманитарную помощь. Россия, Китай, США, Узбекистан, Республика Корея, Япония, Германия, Турция и Швейцария. Ниязалиев напомнил, что 23 апреля гумпомощь поступила из ОАЭ. Кроме этого, Казахстан передал 5000 тонн муки. На днях ожидаются поступления первых вагонов. Также помощь оказывается со стороны ООН, ВОЗ, ПРООН, ЮНИСЕФ, МОМ и других организаций. Президент Сооронбай Джейнбеков направил свое обращение генеральному секретарю ООН. В ближайшее время ожидается решение вопроса по оказанию помощи Кыргызстану, сказал Ниязалиев. В Кыргызстане на утро 29 апреля был выявлен 21 новый случай коронавируса. Об этом сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова. Новые случаи были выявлены в Бишкеке – 13 случаев, в Волжской и в Баткенской областях по 1 случаю и в Нарынской области – 6 случаев. Таким образом, на 29 апреля количество подтвержденных случаев COVID-19 составило 729. Правительством принято решение об экспорте защитных масок в страны ЕС. Об этом сегодня, 29 апреля, сказал вице-премьер-министр Эркен Асрандиев в ходе пресс-конференции в Бишкеке. По его словам, данное решение было принято буквально недавно. Как добавил он, также буквально на днях было принято решение об экспорте дезинфицирующих средств. Как рассказал он, Кыргызстан наладил свое производство защитных масок и дезинфицирующих средств. Ранее он рассказывал про поэтапное восстановление экономической деятельности. Общественный транспорт, троллейбусы и автобусы начнут работу с 11 мая. Работа маршруток зависит от эпидемиологической ситуации. Об этом сказал вице-премьер-министр Эркен Асрандиев, отвечая на вопросы. Если все будет стабильно и пойдет на снижение, то перечень экономических видов деятельности по ходу дела может пересматриваться. Что касается маршруток, надо понимать, что это объекты, которые несут в себе небольшой риск распространения инфекции, сказал он. Относительно рынков сообщил, что они могут провоцировать большое скопление людей, поэтому работа рынков сдвинута на последний этапы. Рынки в части продовольственных товаров, там ограничений нет, они работают.